Проведение конституционной реформы – это важный шаг государства. За время независимости это уже 10-я конституционная реформа. Принимали и президентскую, и парламентскую форму правления. Уже в это воскресенье, 11 апреля, пройдут выборы депутатов местных кенешей и референдум, где будет только два вопроса – принимать или не принимать новую редакцию Конституции. Вы смотрите программу «Еще не вечер». В студии работаю я, Надежда Усова. Поговорим мы сегодня о конституционной реформе с доктором исторических наук Чолпонай Кочумановой. Добрый день. Добрый день. Сейчас у нас идет агитационная кампания, есть группы, которые разделены на «за» и «против», они ведут свою разъяснительную работу в регионах. Скажите, пожалуйста, какие статьи Конституции наиболее обсуждаемые сейчас? Спасибо большое. Да, действительно, сейчас идет очень сильное обсуждение Конституции, и это очень правильно, потому что перед выборами референдум сейчас необходимо вести разъяснительную, не только агитационную, но и разъяснение проводить о некоторых обсуждаемых наиболее статей. Ну, сегодня очень много, например, говорят об узурпации президента. Ну, во-первых, я хочу сказать, что учитывая, что 10 января у нас прошел референдум по выбору формы управления, и так как народ выбрал президентскую форму управления, она не может быть иначе. Другой она не может быть. Поэтому, конечно же, новая редакция концепции, она предполагает концепцию президентской формы. Мы не то что должны, мы обязаны это уже ставить этот вопрос. Ну, по поводу полномочий президента и об узурпации. Здесь абсолютно нету никакой узурпации. Ну, конечно, видите, каждый будет видеть то, что он хочет видеть. Например, учитывая даже, что у нас идет президентская форма правления, все основные важные решения, например, утверждение Кабинета министров, да, то есть правительства бывшее, членов Кабинета министров, председателя Верховного конституционного суда, генерального прокурора, все это назначается согласие Джогорку Кенеша. Даже тогда, когда президент несет персональную ответственность и стоит во главе правительства, он формирует это правительство с согласия Джогорку Кенеша. Больше половины аудиторов счетной палаты формирует Джогорку Кенеш. То есть теперь есть такой баланс ветвей власти, что ни одно решение президент самовольно принять не может. Все это проводится с согласия Джогорку Кенеша. Поэтому ни о какой узурпации власти здесь и речи не может быть. Это во-первых. Ну, во-вторых, мы говорим много о независимой судебной ветви власти. Конечно, это очень такая уязвимая и актуальный вопрос на сегодняшний день. И как сделать ее независимой, эту судебную ветвь власти? То есть сейчас, вот, например, есть такая новая статья в новой редакции Конституции, в новом проекте Конституции о том, что 2/3 Совета по делам правосудия состоит из представителей самих судей. Это уже один шаг к независимости судебной ветви власти. То есть они сами себя формируют, это дает им независимость. То есть раньше это делали, в основном это формировал Джогорку Кенеш, это уже говорит о том, что они независимы не от президента в этом плане будут, и от парламента. Но и здесь же оппоненты начинают поднимать такой вопрос о том, что нельзя этого делать, как я вот слышу сейчас выступают, потому что как это судьи будут сами себя избирать. Мы говорим, а почему так нельзя? А как же независимость? Они говорят, что ответ был такой, что сегодня судьи настолько некомпетентные, настолько коррумпированы, практически все, как можно им доверять, формировать же самих себя. Ну, если мы говорим о том, если они уверены, что все судьи такие коррумпированы, то о какой независимости судебной ветви власти тогда вообще идет речь? Как они видят эту независимость? Поэтому и председателя Верховного и Конституционного суда назначает президент с согласия Джогорку Кенеша. То есть это и делается потому, что мы видим, что сегодня судьи судебной ветви власти, они действительно, у них авторитет очень пал. То есть здесь, понимаете, то есть делаешь один шаг к независимости, тоже плохо. Оставляешь так, как было в действующей Конституции, тоже говорится, что там нету независимости. То есть опять, вот видите, здесь, если человек против, он изначально против. Хотела бы также отметить еще статью, например, очень много обсуждается сейчас духовно-нравственные ценности, которые были включены в новый проект Конституции. Да? Вы, наверное, тоже заметили, очень много об этом идет речь, и они ставят такой вопрос. Что такое духовно-нравственные ценности, по каким категориям мы будем их делить.
где плохо, где хорошо. Но вы знаете, есть общечеловеческие стандарты таких нравственных ценностей, благодаря которым мы пришли к прогрессу. И по сей день человечество живет именно благодаря не законам, а благодаря тому, что есть эти ценности. Не нужно забывать, что сперва была мораль, из морали потом вышло право и закон. И есть такие общестандартные, знаете, не обмани, не укради, не убей, милосердие, доброта. Я хотела бы тогда привести им пример. Вы знаете, они очень часто любят как бы сравниваться с другими странами, развивающими. Давайте возьмем Америку. Они очень часто пропагандируют его как идеальное развитие демократических принципов. В Декларации о независимости в США среди перечней прав человека, гарантируемое правительством, есть права на счастливую жизнь, которые гарантирует правительство. Что такое счастливая жизнь? Вы знаете, духовно-нравственные ценности, сам термин, намного конкретней, чем счастливая жизнь. Потому что понятие счастливая жизнь, это вот поэтому, если мы сравниваемся там, то там это все есть. Они придерживаются этого, поэтому у них и демократия развивается, потому что общечеловеческие ценности, может быть, они это воспринимают как счастливая жизнь, скорее всего, раз они включили его в Декларацию о независимости. Но это практически так получается, они это вводят, они как бы идут по этой дороге. Поэтому, вы знаете, и второй пример. Мы очень много говорим сегодня о том, что идет насилие против детей, идет насилие против женщин. Но есть же у нас законы, есть законы. Но почему эти законы не помогают нам бороться с этим? Почему за 30 лет мы ужесточаем законы, мы придумываем новые законы, создаются новые программы для защиты, но процесс не ухудшается. Ежегодно численность насилия, она растет и растет в извращенной форме, она еще хуже становится. Вы знаете, здесь уже идет речь о упадке нравственных ценностей нашего общества. Здесь, я думаю, мы должны работать над другим вопросом, именно над духовно-нравственными ценностями, поднятия уровня культуры наших вообще ценностей нашего общества. Мы понимаем, что законы практически перестали работать, что законы нам сегодня не помогают, оказывается, добиться и побороться с этими негативными явлениями. Поэтому в новой редакции Конституции были включены, учитывая мировую практику развивающих стран, мы учли это все, и поэтому в новой редакции были включены такие нормы, как духовно-нравственные ценности, как ценности семьи, как ценности детей, что такое для нас дети. Да, мы очень много говорим о защите прав детей, но такой статус, высокий статус, который сейчас будет теперь уполномоченный по правам ребенка при президенте, да, это вводится впервые. Конечно. И нужно отметить, и эту, даже учитывая, что все социальные и экономические вопросы сейчас лягут на плечи президента, и проблемы детей тоже лягут на его плечи. То есть ответственность даже в этом вопросе возложена на президента, потому что он будет назначать омбудсмена, уполномоченного по правам ребенка. То есть за его деятельность, за его результаты работы тоже будет нести ответственность президент. Да. Вот вы говорили тоже, давайте вернемся к судейскому корпусу. Да, эта тема наиболее актуальна тоже, и очень много критики в адрес, да, того, что у нас был совет по отбору судей, да, и сейчас мы просто меняем, и многие говорят, что мы просто меняем совет по отбору судей на совет по делам правосудия. Не будет ли это дублирующий орган? Да? Давайте разъясним вот эту позицию. Нет, там есть и то, и другое, но вы знаете, что значит в Конституции, в принципе, вы тоже вот очень часто об этом показываете, там повторять это все заново, я думаю, нет смысла. До этого вы уже показали, да, что это такое. Дело в том, что кто входит в состав. Очень имеет важное значение, кто будет в составе по делам правосудия. Как я уже отметила, это большинство, 2/3, будут составлять сами судьи. Вот мы к этому шли. Мы шли к тому, чтобы какой-то провести шаг к тому, чтобы они были уже независимости. То же самое, что председателей местных судов назначает председатель Верховного суда. Это тоже идет к независимости. Хотя наши оппоненты выступают о том, что опять-таки нельзя им давать
всю власть полномочий. Как варятся в своем котле. А и как в они итоге, видят независимость? Вот как То будет, есть мы даем зависимость, пусть это назначает президент, пусть назначает согласие Джогорку Кенеш, опять идет речь о том, что так нельзя, они ставят их под зависимость, и это не дает простору работы. Мы даем им для того, чтобы они сами, нет, я ошиблась, председателя местных судов назначает президент, согласие Джогорку, здесь идет речь о зампредседателей, тоже от зампредседателей, да. Мы даем, опять-таки, эти полномочия самой судебной ветви власти, опять критика. Ну, вы знаете, я хочу отметить вот уже немного о другом, что за все время работы Конституционного совещания, вот начиная с 20 ноября, мы работали очень открыто, ну, это мы уже говорили об этом очень много, и мы всегда оппонентов просили как бы вместе с нами сесть за стол, чтобы была такая интеллектуальная борьба. Ну, это нормально в демократическом государстве, оно так должно быть. Но, к сожалению, ни один из оппонентов, он так и не открыл нам двери, они были полностью закрыты, но была постоянная критика, что это плохо. Мы всегда задавали вопрос, что именно плохо. То есть нужна конкретизация. Когда есть конкретизация, есть предмет разговора. Когда нету конкретизации, то получается какой-то пустой разговор, что мы говорим хорошо, они говорят плохо. И мы просили, дайте конкретные рекомендации, вот предложение, вот какая статья, какая норма, как она должна быть, в какой форме она должна быть изложена, чтобы было правильно, как вы считаете. Конкретизации не было. Ну вот в последнее, вот я хотела отметить, то есть для меня уже где-то через месяц я уже поняла, что позиция, дело даже не в новой редакции Конституции, а позиция была в том, что просто хотели сохранить действующую Конституцию, хотят сохранить действующую Конституцию. Все. И какую бы мы сейчас Конституцию, новый проект бы не поставили на стол, она все равно будет плохая, потому что цель там заключалась совсем в другом – сохранить действующую Конституцию. И это четко, конкретно сказал один из депутатов, который яро выступал оппонентом против новой редакции Конституции, против президентской формы правления, когда в парламенте ему уже конкретно, четко задали вопрос, что хватит критиковать, дайте просто конкретное предложение, что именно плохо. И вот он открыто, четко, впервые, наконец-то это было озвучено, он сказал, что я вам сейчас скажу, говорит, что плохо. Плохо все. Я против президентской формы правления. Мы за то, чтобы оставили действующую Конституцию. Вот и все, говорит, поэтому плохо. То есть позиция была понятна, ясна, и поэтому, видимо, все это время мы не услышали никакой конкретных таких предложений, а было такое общее как бы видение, что оно все это плохо. Вот хотела бы также отметить Курултай. Да, Курултай, работа Курултаев, это тоже отдельная тема. Давайте немного еще поговорим о работе судейского корпуса. Вводится в работу, опять же, Конституционный суд, да, вместо Конституционной палаты. В чем разница? Ведь все судьи сохраняют свои рабочие места, выполняют свои функции. В чем будет разница? То есть многие задаются этим вопросом, почему не оставить, опять же, палату при Верховном суде? Вы знаете, в новой редакции Конституции, когда мы ее получили, хотела бы отметить, что автором Конституции является парламент. То есть инициаторами, авторами является парламент. Конституционному совещанию уже дали готовый проект Конституции, где возложена была концепция президентской формы правления. Там уже был Конституционный суд. То есть почему у нас тоже в Конституционном совещании вопросы стояли о том, что, может быть, нужно Конституционную палату опять оставить или Конституционный суд, но он уже изначально был там. Дело в том, что в 2010 году, когда решили Конституционный суд все-таки расформировать и сделала Конституционную палату, Венецианская комиссия, она писала о том, что этого делать не нужно. То есть она не раз об этом писала в 2010 году, о том, что необходимо оставить Конституционный суд в таком форме, который он есть. Но в 2010 году они проигнорировали рекомендации Венецианской комиссии и упразднили его в Конституционную палату. Сейчас мы решили прислушаться к Венецианскому комиссию и сделать его так, как они описывали, что как оно должно быть, должен быть именно Конституционный суд. Прислушавшись к решению Венецианской комиссии, мы решили, что он должен быть Конституционным судом.
Ну давайте теперь поговорим о суде Аксакалов, да, как нижнем органе, то есть совет Аксакалов будет собираться из местного населения, так? И вообще Нет, расскажите про Курултай, наверное. Про Курултай, да. Суд Аксакала это другое совсем. Курултай, вот тоже сейчас, вот недавно я услышала очень много там высказываний по поводу Курултая. То есть, когда речь шла вот о Курултае, вы знаете, что очень было много вопросов, особенно было вопросов вот именно насчет Курултая. Мы, наверное, где-то 1,5 месяца работали только над вопросом Курултая. И я хочу даже сказать о том, что вся общественность, которая приходила нам тогда, и мы особенно приезжали с регионов, приезжали, вот в основном основной вопрос они ставили именно Курултай. Очень было негативное отношение к парламенту. Ну, вот, видимо, вот за все эти годы он настолько упал, авторитет парламента, что они абсолютно не видели в нем как бы свое будущее и акцентировались на Курултае. И в то же время, вот, особенно с регионов, очень много было, чтобы придали Курултаю такой высокий статус, государственный как бы орган, даже которые входили в полномочия избирать и судей, назначать министров, чтобы они рекомендовали, вот вплоть до вот такого органа хотели видеть его, то есть с высоким статусом. Но были и оппоненты, особенно вот наши оппоненты, которые сегодня тоже выступают за парламентскую форму, да, за действующую конституцию, они выходили против. Вы знаете, да, очень большая критика была, обсуждали, вот оппоненты говорили о том, что зачем нужен такой Курултай в демократическом государстве и так далее. Нам пришлось очень тяжело. Вот, например, я изначально сама настаивала на том, что в демократическом государстве, в правовом государстве должен быть все-таки парламент, не Курултай. Ну, то есть это, в принципе, те же функции парламента. Просто из-за того, что вот авторитет упал парламента, разговор поднялся о Курултае. Но опять-таки, мы прислушались к оппонентам, которые выступали против президентской формы правления, за действующую конституцию. Мы прислушались к их мнению, и, учитывая их мнение, Курултаю сейчас придан такой статус, что это общественное объединение. И вы знаете, нам пришлось очень много отстаивать это мнение в Конституционном совещании. У нас были большие противоречия внутри Конституционного совещания. Нам пришлось со многими конфликтовать, которые хотели его сделать с высоким статусом, как государственный орган. Но мы больше придержались мнения наших оппонентов, которые высказывали, что так нельзя. И поэтому сегодня он выглядит как общественное объединение. Но я удивляюсь, когда эти же оппоненты недавно выступают и говорят о том, что почему Курултай очень с низким статусом в новой редакции Конституции, почему вы не придали ему, он ничего не решает, зачем нужно было увеличить, почему он с таким низким статусом. И они же говорят опять этот вопрос. Уважаемые, давайте определимся, что мы хотим. Мы хотели дать, большая сторона хотела дать ему более высокий статус, вы выходили против. Мы прислушались к вам, именно вашему мнению, поэтому он стал таким вот общественным объединением. Теперь, когда он стал общественным объединением, вы поднимаете вопрос, почему вы ему не дали более высокий статус, сейчас он ничего не решает. Понимаете, как вот, когда люди сами не знают, оппоненты, что они хотят, а просто против всех и против всего, это приводит вот такие дестабилизации, недопониманию в обществе. Но сегодня насчет Курултая, и также еще второй вопрос. Мы указали, да, что его состав, как он будет работать, как он будет избираться, какое количество там людей будет, оно будет определяться потом конституционным законом. И это правильно. Сейчас они опять говорят, почему вы это все не написали в Конституции? Сразу же все не написали. Я объясню почему. Курултай в том формате, который он сейчас так вводится, да, когда-то история у нас имели такие, вот, как Курултаи были, но тогда время было другое, обстановка была другая. И учитывая, что у нас есть еще и парламент, мы должны сперва сделать один шаг, а не сделать сразу предыдущие 10 шагов. Если Курултай сейчас мы опишем полностью все, каким он должен быть, а если через год он не оправдает себя?
Если он окажется неэффективным, мы же не знаем еще, какой он будет, Конечно. насколько он будет эффективен. Мы должны сперва понять, как он будет работать. И получается, если это станет неэффективным, да, и тогда нам придется менять целую конституцию только из-за того, что вот там, потому что Курултай, из-за этого Курултая придется целую конституцию. А когда определяется конституционным законом, если он покажет себя неэффективным, то его можно изменить. А если он покажет, наоборот, себя эффективным, если он проявит себя больше, чем парламент, наш законодательная ветвь власти, если она покажет, что это действительно настоящие представители народа, которые эффективность свою работу, и оно даст толчок развитию государства, значит, можно будет в конституционном законе как-то поднять более еще высокий, придать какой-то статус более высокий, шаговый. Понимаете, эта процедура, она должна быть пошаговая. А вот так вот все вперед за 10 шагов сделать и нарисовать, это, конечно, очень сложно. Поэтому то же самое и про парламент. Когда сейчас количество депутатов сократилось на 90, опять вопрос возник. Почему вы сразу не указываете в Конституции, что это будет одномандатные, будет по партийным спискам, будет сколько количества по партийным, сколько количества по одномандатному? Мы тоже объясняем. Мы это оставили так, что это будет определяться конституционным законом. Почему? Опять тот же вопрос. Потому что если мы сейчас это все внедрим, и вот через какое-то время, да, оно окажется неэффективным, если мы сейчас распределим количество, но потом она покажет нам, что это неправильно было распределение, опять менять Конституцию? То есть это все можно определить. Основа заложена, основной фундамент, какой он должен быть, в скольки количество, это самое главное. А остальное это можно определить конституционным законом. Вот сейчас, по мере приближения предстоящих важных политических событий, то есть это выборы в местные кенеши и референдум, да, который должен определить и поставить точку в этом вопросе, сейчас активизируются все-таки третьи силы, и нацеленные на деструктуризацию обстановки, да, которые призывают людей выйти на митинг, которые не согласны с изменением Конституции, говорят, что это лишняя трата, что это узурпация власти и так далее. Что вы думаете по этому вопросу? Действительно ли это возможно в нашей стране? Да, спасибо большое, очень актуальный вопрос. Во-первых, опять повторяюсь, после референдума 10 января 2021 года вопрос вообще изначально мы должны поставить уже точку. То есть референдум прошел. Что нам делать? Если сейчас, например, президентская форма правления, да, мы скажем, что нет, не идите, не голосуйте, не пройдет, по действующим мы тоже не можем. Мы опять вводимся в бесправовое какое-то вот в поле, которое приводит к дестабилизации общества. И где дестабилизация общества, где мы выходим из правового поля, ни о каком социально-экономическом развитии речи и не может быть. Только тогда, когда мы войдем в правовое поле, наши руководители могут заниматься уже решением социально-экономических проблем. Поэтому, вы знаете, опять вот хочу повториться, мы все говорим громко. Меня очень удивляет сегодня оппоненты некоторых высказываний, когда они призывают не ходить на референдум. И вы знаете, что очень сильно пугает, что это люди, которые борются за демократию, это люди, которые называют себя демократами, это люди, которые говорят о защите прав, свобод человека. И они призывают не ходить на референдум. Да, чтобы создать низкий да, порог. Вот да, теперь посмотрите, демократия, основной принцип демократии – это народовластие. Когда полнота власти сосредоточена, когда полнота власти находится у народа. И осуществляет народ эту власть путем выборов и референдумов. Это как раз вот те процессы, когда наш голос, когда мы осуществляем свою власть, показываем, что она у нас. И если мы сейчас призываем народ, не ходите на референдум, не игнорируйте это настолько противоречит демократическим принципам, потому что такой, знаете, настоящий гражданин и патриот своей страны, он в любом случае пойдет на референдум. Он проголосует или за, или против. То есть, если ты против, иди и голосуй против. Если ты за, иди и голосуй за. Но не ходить на референдум, призывать этому, это
как бы это не подходит демократическим принципам. И я удивляюсь, когда именно люди, которые больше всех кричат о правах человека, они призывают это не делать. Поэтому я хочу отметить, на референдум мы должны обязательно пойти. А как мы там выберем, это другой вопрос. И потом, опять-таки, вы знаете, если мы хотим действительно социально-экономическое развитие, ну, как бы уже, наверное, многим надоело заниматься только политикой, понимаете? Когда мы человеку даем, наделяем его правами, то мы должны понимать, что помимо прав и свобод человеку свойственно кушать, одеваться, человеку свойственно болеть, ему приходится лечиться, покупать лекарства. Понимаете, есть еще и другая сторона, как называется, социально-экономическая сторона. И мы никогда ею не будем заниматься, если мы будем сосредоточены только на политических каких-то играх и будем постоянно крутиться вне правового поля, тем самым дестабилизировать обстановку. Мы никогда не будем заниматься, и никакого развития социально-экономического не будет. Вот я всегда говорю о том, что у нас многие оппоненты говорят, что вот теперь, будучи президентской формой правления, к нам не будут приходить инвесторы, говорят, все, говорят, потому что они не придут, они приходят только, где парламентская форма управления. Вы знаете, инвестициям все равно, в какой форме правления мы живем. Им главное политическая стабильность и низкий уровень коррумпированности. И вот к стабильности мы должны прийти через эти референдумы и через эти выборы. Постепенно мы к этому идем. Поэтому, вы знаете, я бы, конечно, призвала бы наших граждан спокойно. Это обычные выборы. Нам, кыргызстанцам, это не новшество. Такой опыт, который имеем мы за всю 30-летнюю историю Кыргызстана, наверное, нету ни у кого, особенно в постсоветском пространстве. Поэтому идти нужно и выбрать то, что вы считаете нужным. Спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо огромное, что вы стали гостем нашей программы. Вы смотрели программу «Еще не вечер». В студии работала Надежда Усова. Говорили мы о конституционной реформе с доктором исторических наук Чолпонай Койчумановой. Спасибо огромное. До скорой встречи в эфире.